Здравствуйте, дорогие учащиеся и учителя! Сегодня, 13 ноября, день рождения первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Именно в этот день, в 1937 году, родился наш первый президент. Благодаря его неустанному труду у нашей республики открылись колоссальные возможности. И именно сегодня мы хотим провести наш медиаурок «Знанием победишь». Инициаторами этого урока являются Национальная библиотека Республики Саха-Якутия и библиотека-архив первого президента Михаила Ефимовича Николаева в селе Актемцы, Николаев-Центр, при поддержке медиастудии Национальной политехнической среднеобразовательной школы номер 2 города Якутска. Сегодня помощниками нашего медиаурока стали наши друзья, в чьих жизнях позитивно отразилась политика первого президента Республики Саха-Якутия, видного государственного деятеля республики, и не только республики, но и всей России, Михаила Ефимовича Николаева. Все начинается со школьной скамьи. Когда-то Михаил Ефимович тоже был обычным школьником, как и вы. Сейчас мы вам покажем родную школу первого президента Якутии. Афанасьев Костя. Я. Захаров Алеша. Я. Иванов Вася. Я. Иванов Коля. Я. Капитонов Кеша. Я. Лиханов Ефрем. Я. Николаев Миша. Я. Мы отмечаем о том, что в 90-е годы с точки зрения политики, экономики и социальной сферы Республика Саха-Якутия была очень такое достаточно тяжелое время. Это было по всей Российской Федерации в таком формате. И мы отмечаем о том, что только сплочение народа и, ну, скажем так, вокруг политического лидера Михаила Ефимовича Николаева мы с вами говорим о том, что статус республики у нас не просто не растерялся или, как скажем так, стал маленьким, но в 90-е годы стал тем моментом, когда то, что мы сейчас наблюдаем, понятие государственности, экономики, политики и позиционирование Республики Саха-Якутия в Российской Федерации и в мире, это было заложено в 90-е годы. Что касательно конкретно термина понятия государственность, надо отличать понятие государства от государственности. Государство обладает определенными признаками: территории, народ, налоги, армия. Государство — это есть правила взаимодействия людей, то государственность — это понятие уже такое более глубокое, философское. Не все государства в мире сейчас и в те времена не обладали полнотой государственности как таковой. Некоторые историки, некоторые общественники путают термин понятия суверенитет и государственность. Государственность — это понимается как статусность государства и состоятельность государства. Статусность — это какое место определяет, какое место занимает государство в мировой системе стран, отношений стран. И состоятельность определяется тем, что понимает ли народ, население, что есть суть понятия государства, как работает государство. И мы понимаем о том, что в 90-е годы, когда у нас начинается демократическое развитие Российской Федерации, мы говорим о том, что да, народ Саха, якутяне, и под политическим лидерством Михаила Ефимовича Николаева мы говорим о том, что мы подняли понятие государственность уже на более высокий уровень. Федеративный договор 1992 года дал возможность Республике Саха-Якутия самостоятельно решать свои социально-экономические проблемы. Помимо государственных компаний в Республике Саха-Якутия появляются акционерные компании, частные компании. И это приводит к тому, что в 90-е годы, когда в условиях тяжелейших экономических реалий Республика Саха-Якутия пытается решать свои какие-то бытовые, повседневные вопросы. И отмечаем о том, что правительство Республики Саха-Якутия
пытается вот решить какие-то социальные вопросы насчет школ, насчет садиков и определенные проблемы с дорогами, газификацией населения. Все это легло на плечи молодого правительства Республики Саха-Якутия. И вот этот федеративный договор, Конституция Республики Саха-Якутия, понятие суверенитет в то время, оно дало возможность, ну, если не остановить, то замедлить вот, деградацию экономики, развал экономики. И самый главный момент политики 90-х годов – это то, что у нас в Республике Саха-Якутия население, самосознание населения возрастает в разы. И мы говорим о том, что те процессы, которые мы наблюдаем, о том, что вот определение Минсахабен, например, возрождение культуры коренных малочисленных народов Севера, это было заложено в фундамент именно в 90-е годы. И самый главный момент – это, конечно, Конституция Республики Саха-Якутия в этом деле очень большой опору делает, федеративные договора в целом. Самая главная ценность для каждого человека – это его здоровье. Эта концепция легла в основу государственной политики Михаила Ефимовича Николаева. Одним из первых указов Михаил Ефимович Николаев подписал указ о совершенствовании системы здравоохранения в Республике Саха-Якутия. И с этого момента началось бурное развитие в системе здравоохранения, медицинской науки и практики нашей республики. Одним из знаменательных событий является открытие строительства Национального центра медицины. А все начиналось в конце 80-х годов прошлого столетия, когда появилась идея создать многопрофильный, многофункциональный медицинский центр. Во главе первого секретаря обкома КПСС Юрия Николаевича Прокопьева и многих других энтузиастов своего времени был подготовлен проект развития основания медицинского центра. Так, в конце 1989 года был подписан контракт между Министерством здравоохранения Республики и австрийской фирмой строительной на строительство медицинского центра. 1992 года Михаил Ефимович Николаев подписывает указ о строительстве Центра охраны материнства и детства. С этого момента прошло более 25 лет. На сегодняшний день Национальный центр медицины включает 5 огромных центров. Это клинический центр, клинико-диагностический центр, перинатальный, педиатрический и технический центры. Всего в Национальном центре медицины работает более 2500 человек. Коечный фонд более 700 коек. За год медицинский центр обслуживает более 1 миллиона пациентов. Это огромное достижение. В нашей больнице проводятся сложнейшие операции на сердце, на головном мозге, проводятся трансплантации органов, проводятся современные методы диагностики. Это прорыв, это настоящее достижение нашей системы здравоохранения. За короткое время достичь мирового уровня. Михаил Ефимович Николаев – это, безусловно, человек эпохи, большая, выдающаяся историческая личность, которая свой след оставила во многих сферах нашей жизнедеятельности, а в особенности в образовании. Для меня это очень ценно, потому что все наши будущее поколение, подрастающее поколение, все наше будущее предопределяет сегодняшнее образование. И если говорить лично обо мне и о роли Михаила Ефимовича в моей жизни, то она очень значима, потому что вспомнить даже о том, что когда я шла первоклашкой впервые в жизни в школу, мы все ученики республики того года, 97-го, получили рюкзаки, наполненные всеми возможными прекрасными канцелярскими товарами, и там была положена медаль. Я это помню как вчера. Это была символическая медаль. Там было написано о том, что первокласснику от первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Я эту медаль храню до сих пор. И
будет очень верным и не ошибка, если сказать, что вот эта медаль очень многому нас обязала. Эта медаль, можно сказать, обязала меня закончить школу серебряной медалью. Эта медаль заставила меня держать планку и всегда учиться на отлично, как в школе, так и в вузе. И это стало вот неким символом для того, чтобы мы всегда стремились вперед, к знаниям, к светлому, к позитивному. Потом отдельная глава нашей жизни, вот поколение моих ровесников, это то, что мы стали частью большого научного направления, научно-познавательного направления под названием научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Мы тоже ученики, учащиеся школы всей республики с трепетом, с волнением ждали вот этих дней, когда нам дается возможность свои исследования представлять серьезным экспертам, доказывать что-то, с кем-то вступать в дебаты, да, где-то, и доказывать вот свое, рассказывать миру о том, что тебе открылось, поделиться знаниями, с какими-то новыми веяниями, которые тебе стали доступны. Это прекрасная тоже возможность и отличный навык для того, чтобы человек строил свое будущее и строил вообще себя, свою личность очень уверенными, четкими и правильными шагами. Михаил Ефимович смог сделать такую реальность, где мы могли себя ощутить, наверное, людьми, перед которыми действительно, вот в прямом смысле, открываются все двери знаний, науки, спорта, образования, у кого какие интересы и направления были. Потом, после уже окончания школы, тоже благодаря, не без участия Михаила Ефимовича, я получила возможность вот учиться, как и многие-многие дети, и моего поколения, и чуть постарше, и сейчас это происходит, да, учиться в центральном городе России, а именно в Москве. Вот я не знаю, насколько был он в 90-х годах еще дальновидным человеком, который подарил народу Саха, его молодежи, вот тоже путевку в жизнь, которая открывала все возможные двери, которые были и у детишек вот центральных городов. Надо признаться, что мы живем действительно далеко, в удаленности, и для того, чтобы быть в ногу с нашими ровесниками из центральных городов России, действительно нам это многого стоит, это многого чего дает и много на что обязывает. Поэтому Михаил Ефимович Николаев действительно большой человек, это символ эпохи якутянина, Саха 21 века, который просто берет и делает, отдает себя максимально своему народу, при этом самореализовываясь на 100%, при этом доказывая, показывая, что у человека нет границ. Спасибо за это Михаилу Ефимовичу. И я пожелаю, чтобы вы, дети, ну и мы все, да, каждую встречу с ним ценили. Я помню вот сейчас, если меня спросят, я помню каждую встречу с ним, потому что это уникальный человек, это особенный человек. И каждая встреча с ним, каждое соприкосновение с ним, и каждая беседа, даже если она мимолетная, это всегда начало большого пути, светлого, который стремится обязательно вперед. Воспитание музыкой – это прежде всего воспитание личности. Личности яркой, творческой. И проект «Музыка для всех» нацелен именно на воспитание человека нового времени. Например, в Японии, в школе Сузуки, дети, обучающиеся на скрипке, первый месяц ничего не учат на скрипке. Они учатся выходить на сцену, уметь подавать себя. И этот проект нацелен на то, чтобы поменять мышление, ускорить принцип мышления человека. Вот, например, музыканту ставят ноты, и от идеи, записанной на бумаге, до ее воплощения проходят миллисекунды.
человек, воспитанный музыкой, гораздо быстрее мыслит, действует, творит. Я сам очень много участвовал во многих международных и всероссийских музыкальных конкурсах, но всегда с особой теплотой вспоминаю свою стипендию «Знанием победишь», потому что она стала моей путевкой в жизнь. В 1996 году проводились первые международные игры «Дети Азии». Благодаря инициаторам и организаторам был наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. А так я участвовал в 2004 году и установили рекорд 4 по 400 метров. Благодаря этим участиям на соревнованиях «Дети Азии» я дальше посвятил свою жизнь в спорт и стал дальше заниматься, развиваться. И игры «Дети Азии» дают ребятам много сборы, развития в спорте, поэтому многие ребята сейчас занимаются профессиональным спортом. После этих игр перешли дальше профессиональном спорте. Каждый человек, ребенок может заниматься любым видом спорта в любом здании. Поэтому нам сейчас все доступно благодаря нашему президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву. Сегодня мы поговорили только о некоторых аспектах многогранной деятельности первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. О его вкладе можно говорить бесконечно, но наш урок подходит к концу. Мы хотим поблагодарить всех наших друзей, которые помогли в съемках проекта.